Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришел писатель-фантаст, сотрудник медиацентра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Максим Эверсов. Максим, приветствую. Да, спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам на передачу. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, с чем ты к нам сегодня пожаловал, что... Ну, я буду сегодня готовить очень простое блюдо. Я на самом деле не часто готовлю. Будет курица по-кабардински. У тебя там картошка уже стоит, как Да. Я займусь здесь курицей. Именно по-кабардински. Ну, почему просто... выбор пал на это блюдо? Ну, то, что мама у меня в детстве, когда готовила несколько блюд, я запомнил почему-то это. Она простое, сытное. И, наверное, из моего небольшого арсенала холостяцкой кулинарии это вот то, что я могу приготовить. Бывал Кабардино-Балкарий? Нет. Я весной был. Отлично. Эльбрус. Да, вообще круто, там готовим. Ну, супер. Эх, вот так. Вот, видимо, так мы и поедим. Да, так и поедим, да. Просто вкусно у нас должно получиться. Ну что, я готов тебе помочь. Сколько времени обычно... Это блюдо готовится? Да. Ну, полчаса. Полчаса. Ну, то есть мы... Для холостяка это вот норма. И все, что укладывается больше часа, я сразу скидываю с Да. Ну все, тогда действительно должно все получиться. Я занимаюсь у нас. курицей, ты чисти картошечку. Да, пока. я могу помогать тебе с картошкой. То есть ее надо просто почистить все, да? Да, хорошенечко почистить. Итак, первый вопрос. Да. Пойдем прямо по списку. Давай. Ага. Любишь ли ты готовить вообще? Нет, готовить я не люблю. Так, но тем не менее, еще раз тогда большое спасибо, что ты пришел нам поготовить и рассказать. Говорить люблю, поэтому да, это говорить перевесило. люблю. Я вчера это заметил, когда мы с тобой встречались, решали, что мы будем, о чем будем общаться. Да, я так и понял. Славно. Слушай, ну, я тебя уже представил, писатель-фантаст. Да. Ну, я думаю, что не сразу же к этому пришел. Как вообще все это началось? Откуда идет? Ну, я думаю, что с детства сказки любил слушать, плюс филологический факультет, все-таки, как говорится, судьба моя, сколько я там учился, и на специалитет, и на магистратуру, и на аспирантуру. Я думаю, все Которую это... ты с красным дипломом, сразу надо это повторять. Да, редкая редкость. С отличием. Да нет, сейчас на самом деле делают. Вот за специалитет мне особенно гордо, потому что магистратуру с красным-то, в принципе, за 2 года можно как-то сделать. А вот специалитет еще и у мастеров прям таких, то есть меня и Бурцев учил, и Самсонов успел меня учить, соответственно, да, ну такие, Мира Яковлевна Мишлемович. Поэтому я сразу, еще на ФЛФ, когда подавал документы, некоторые уже подают в 5-6 мест. Я подавал только в одно место, на филфак. Нацеленно. Да, я и понимал. Уверен был, что все пройдешь? Да я понимал, если не пройду, ну, пропаду, все. А, все, да? Нифига. То есть было поставлено на карту, поставлено многое, получается? Ну да, относительно. А слушай, а в какой семье ты вырос? Родители чем занимаешься, почему ты именно вот как пошел? Ты имеешь в виду, читают ли они книги? Ну, по гуманитарной части. Как все, папа детективы читает много, но такие среднестатистические детективы. Мама разные книги, и современную прозу бывает. Вот. Вообще маму, бывший учитель, она учителем работала и химии, там, биологии. Ну, географии. семья интеллигенты. Ну, я бы сказал, не то чтобы много читают, ну, да, привили любовь к чтению, так сложилось. Привили любовь к чтению. Поэтому, да, у меня не было сильно сомнений, куда идти. Вот, понятно. Ну, то есть ты поступил в филологический, магистратура, аспирантура. И там уже начал писать. Я знаю, ты защитился еще. Нет, еще не, еще не защитился? Кандидатскую еще не защитил. Тема есть и работа практически готова там у меня по антиутопии. Сейчас тема немножко опасная, скажем так. Когда я ее... Граничить, да? Ну, конечно, там анализ. Так, потихоньку давай включать, показывай мне колдовство. Как здесь, каким огненным богам кажется, нужно вот так. поклоняться. Сегодня у нас Семена с нами нету, но он будет где-то тут, он где-то рядом. Есть, да? Да. Он как джин. Да? Он как истина, где-то рядом. Это как помнишь, ты видишь этого сурка? Нет. Да. А он есть. Да, да. Или суслик там был, по-моему. Да. Немножко пусть прогреется. Так что, ну, и уже в университете начал что-то писать. Конечно, не очень круто, но мне вот кажется, первые 10-20 произведений, они должны быть пробными, они должны быть плохими,
потому что... Должны? Прямо. Скорее всего, да. Но я не знаю никого из писателей, а я в этом году, мне кажется, уже могу сказать, что я знаю не одну сотню писателей, которые бы сказали по первым 3 текстам, вот это мое. Нет, а первые 10 рассказов, они будут слабыми, они будут, сейчас очень модно, красиво говорить, ученическими. Они будут ученическими. Ну, то есть, как бы надо выбирать свой почерк, какой-то, что-то свое Руку находить. Да? набить, почерк, тему выбрать. Конечно. Конечно. Итак, как в твоем случае? Тогда ты начал писать уже будучи студентом. Что писал? Я бы сказал, даже будучи старшеклассником, но там был такой поэтический бред. Я же сначала стихи начал писать, как все. Вот это одиночество, любовь, куда и так далее. Но после этого понял, что в стихах я ничего нового сказать не могу. И все это звучит слабовато. Начал писать прозу. Значит, сначала современную прозу психологическую, тоже полный отстой. И потом только, когда я понял, блин, надо писать то, что ты много читаешь. А я много читаю фантастики и фэнтези. И такой начал писать это, хопа, что-то начало получаться. Значит, надо делать так. Правильно? Вот ты чем занимаешься, если что ты тебе нравится и что тебе нравится, да. И вроде как получается, туда идти, да? Туда иди, по-моему, так. По-моему, так. Хорошо. Ну, сейчас ты уже, кем ты себя видишь? Уже состоявшийся писатель или как? Ну, то есть, я просто современников, писателей знаю, но все ли живут только этим? Я имею в виду монетизацию. Монетизация вопрос такой. Вообще, Да. я с Лукьяненко общался хорошо. Мы с ним в одном поезде ехали. Был такой писательский поезд. Мы проехали с Мурманска до Владивостока. Ух ты, не Посетили 15 городов. Это неделя где-то? 14 дней. 14, ну вы сейчас с Мы остановками. в каждом городе еще были день. Мы только ночью ехали практически. И я очень много узнал о писателях. Благодаря Лукьяненко, благодаря Капьеву, это директор Эксмо. Вот если Эксмо, знаешь, да, Эксмо, издательский дом, да. это главный издательский дом России сейчас. Вот. И благодаря ним я узнал примерно, как работает современная вот эта вся структура книжная. И Лукьяненко говорит, говорит, если дело о монетизации, речь о монетизации, Да. то лучше не приходи пока в прозу. А я сразу узнал это. Полностью, чтобы туда посетить свою жизнь. Чтобы получить большие деньги, которые он уже получает, это надо лет 15 вложить туда. Лет 15, и тогда уже можешь нигде не работать. И сколько процент везения причем при этом? Еще раз? Сколько процент еще, наверное, везения при этом? Ну, чтобы в нужное время... Талант, нужное место. везение, Талант, время, Да, свой да. читатель, своя фан-база. Так, нам сполоснули нашу картошку, и мы уже ставим огонь для нее. Ну, то есть нужно, чтобы вскипело, да? Итак, на чем мы остановились, Максим? Ты хотел мою книгу получить и автограф. Вот я ее принес. Какой ты хитрый. Принес, вот она лежит. Да. Ну, это уже какая, первая книга или что? Вот «Лес на карантине» первая, а Ага. та, что под ней, это сборник, куда я прошел с победой в конкурсе «Новая фантастика». Мне кажется, вот этим Да, ножом будет удобнее. подручнее. Да, давай я пока руки у меня чистые возьму, покажу нашим телезрителям. «Лес на карантине». Да, она продается здесь, в Якутске. Так, жанр фэнтези. Фэнтези и фантастика. Фэнтези и фантастика. Да. Откуда, сразу спрошу, образы? Образы. Да, что это вообще? Ну, каким образом вы рождаете? Потому что же А вот откуда фэнтези, у тебя идеи фантастика... появляются для передач, для бизнеса? Ну, не знаю, они... как-то Вот. маркетинг в моем случае. А тут в моем случае какие-то интересные образы могут быть из других книг, из сериалов. Только мы никогда не воруем образы, мы делаем так. Заимствование какое-то? Нет. Ну, например, я какой-то образ увидел и понимаю, что я бы его вообще по-другому подал. Я бы вообще его показал глазами, например, используя прием остранения, я показал бы его глазами, например, не человека. Потому что глазами человека показать это же легко, а глазами вот того существа, которое пришло, его показать глазами. Какие-то образы, вот почему-то многие думают, ты вчера спрашивал про сон, да? Да. Во сне на самом деле практически ничего. Мы Менделеев исключение. Только Менделееву повезло. Нет, но кому-то еще может быть. Да. Кому-то еще может быть. Ага. Вот. Но необычно. Не во сне. Нет. Так, но все-таки же фантастика, это может быть, ну и то, что с людьми происходит. А фэнтези, это уже все-таки существа, другие А там ты миры. хочешь сказать, людей нет? А? Ты хочешь сказать, что в фэнтези Нет, людей нет? нет, люди есть. Ну, допустим, для меня классическая классика, это, скорее всего, Толкин.
правильно? Да. «Властелин Вот. колец», так уже... Его фамилия в любом случае прозвучала бы, конечно. Да, в любом случае прозвучало бы, потому что там есть и люди, и эльфы, и орки, и всевозможные гномы, существа и все прочее. Потому что, ну, Толкин, я не знаю, был ли первым человеком, который вообще этот мир придумал и придумал этих персонажей. Скорее всего, это же взято все равно из какого-то народного фольклора, Но из он национального. изучал разные фольклорные Да, пласты, и где-то вот так брал. но все равно придумал свое. То есть он объединил столько, до сих пор же его почему называют, у него же кличка-то профессор. Почему его так называют фанаты? Потому что до сих пор сложно представить, как это можно было сделать одному человеку, одному филологу. Он же филолог, по большому счету. Да. То есть Ну, это... все писатели, скорее всего, филологи. Хотя говорят, нет. физики, лирики. Есть очень много писателей-фантастов, которые технические по образованию. Очень много таких, инженеры всякие. Возьмем моих любимых братьев Стругацких. Но они вообще не филологи. Один из них военный переводчик, а другой астроном. Ну да, ты скажешь астроном. Скажем так, технари. Технари. Хотя астроном, он, конечно, глядя на звезды, мог там какую-то романтику космическую, да, себе взять. Конечно. Так, ну, мы уже коснулись темы тогда, кто любимые твои авторы, получается? Уже? Уже, сами того не зная, Стругацкие, да? Мои сложно вообще выбрать именно конкретно любимых, но фавориты, конечно, Стругацкие, я думаю. Там еще есть, мне нравится очень Анджей Сапковский, который «Ведьмака» придумал. Мне нравится Нил Гейман, который придумал «Американские боги», «Звездная пыль». Очень классный автор, мало пишет, к сожалению. Вот. Но Стругацкие топ-1 для меня. Все их книги читал, перечитываю, дневники их читаю, перечитываю. Потрясающие люди. Хорошо. Ты говорил, что коснулся темы, что в детстве очень много читал. Наверняка ты школьную, то, что литературу, да? Ну, то есть то, что в школе задают. Художественную литературу много. Есть ли фавориты, ну, скажем так, либо то, что понравилось, либо, может, перечитываешь даже до сих пор из классики? Из классики, да. Например? Тургенев, обожаю Тургенева перечитывать, например, «Записки охотника», потому что... Да ладно. Потому что мало... Я охотник, поэтому ну, сразу. Вот и поэтому, да. А я просто, знаешь, я в малой прозе, вот почему Тургенев и следующий у меня Бунин идет, я в малой прозе вижу, как мастерство не легче, чем мастерство в крупных произведениях Толстого, там, Достоевского, например, да, Гончарова. Поэтому мне нравится у Тургенева, конечно, и «Отцы и дети», но вот «Записки охотника» это вот вообще класс. Как он показал Русь ту. Когда описывает. Да, конечно. А из наших соотечественников, ну, из якутских? Из якутских, я вот могу тебе сказать просто из современных, если из современных, то у нас, к сожалению, с русскоязычной литературой есть дефицит. Поэтому меня говорят, давай, пиши больше, потому что у нас на якутском языке-то много хороших писателей, а я-то, к сожалению, на якутском не читаю. Поэтому для меня это проблема. Вот, сейчас меня выбрали же, я председателем Совета молодых литераторов Якутии, именно русскоязычной секции. Поэтому могу сказать, что да, что живет литература в Якутии русскоязычная, но своим каким-то особенным путем. Свой путь. Свой путь. Да, именно, но... Она не торопится в интернет убегать. Не, ну у нас же есть соотечественники, которые, ну, и, как бы стали и известными для России, пишут. Ну, в России известны, да? Да. Зачем дело стоит, например? Да. Хороший вопрос. Дело стоит за тем, что якутский писатель пишет для якутян. Он не очень понимает, как писать для всей России. Вот и для всего мира. И для всего мира. Ну, давай так, в первую очередь мы сейчас пишем все равно для России, как говорится, да, а уже потом для мира, потому что и даже Лукьяненко говорит, куда вы торопитесь-то с миром, давайте сначала Россию покорите. И это правильный подход. Сразу на мир куда-то, а кому-то нужен там сразу. Ну, кому-то же нужен, ну... Вот это вопрос. Почему мы знаем Шарля Перро, а почему, там, не знаю, Астрид Линдгрен мы знаем, да. А они сначала свою страну покорили все равно. А вот так, да? Они сначала, конечно. Ганс Христиан Андерсен. Почему их сказки мы читаем? Ну, конечно, у нас тоже есть сказки. Ты со сказками завернул. У нас... Ну, есть, конечно, у нас Николай Носов, да, допустим. Да. Дело в том, что они, понимаешь, хорошо опирались на народ. Свой. Да, и вообще на народ... Фольклор. Фольклор, да. А современный писатель, он немножко по-другому думает. Он хочет
в первую очередь прославиться, пока он еще жив. У нас вот. же такой спеша. Я, кстати, не скажу, что я в этом плане спешу, но современные писатели, они почему-то хотят денег сейчас, славы сейчас. Ну, все быстро, потому что быстро, всё мир быстро. меняется, говорят, ну вот здесь и сейчас Но хотят. писательство это не про это. Писательство это не про это. Лет 10, скорее, ну ладно, 7. Ты будешь работать Мучаться. на свое имя. Ну, на свое имя будешь работать, да. У меня вот только сейчас начало выстреливаться, и люди говорят, ну, есть Эверстон, да, в Якутии. Там, когда поезд был, они в поезд хотели набрать всего одного писателя с Якутии. И набрали меня. Говорят, Ну, хочешь круто. в поезде поехать? Только тебе звоним с Якутии. Я говорю, поехали. С крутыми, короче, с Да, Лукьяненко. ну, с Лукьяненко. Ну как, кто круче, да? Там были Литвиновы, там были Курпатов. Вот мы с Курпатовым сидели, психологию вот так обсуждали за чашкой. Доктор Курпатов? Да. Он мне свои книжки подарил, я ему свою книжку подарил. Он говорит, Максим, спасибо, очень, очень заряженный. А он очень спокойный. Я рядом с ним как волна, которая на камень находит. Он спокойный, как утес. Такой человек, да? Да, такой человек, такой Интересно. Но все равно же одиозная личность. Да. Да. Слушай, ну я знаю, что чуть ли не единственная запись твоей трудовой книжки, ну вот Национальная библиотека. То есть ты, Ну, как это? Ты в мою трудовую книжку когда успел заглянуть? не знаю, Нет. мне так сказали. Но там еще я долго работал в ВУЗе, я работал в некоторых школах. Но Национальная библиотека это сейчас, да, любовь моя, потому что в медиацентр очень круто продвигает библиотеку. Там надо, чтобы она весь варилась. Да. Наоборот, больше? Да, она Она очень... уже кипит, Нет, нормально. так, Хорошо, твердо, это твердо, твое блюдо, твердо, твое блюдо. твердо. Я не знаю, я просто... Медиацентр круто развивает сейчас. Ага. Мне кажется, что вот они понимают, как должна современная библиотека работать. Это мы делаем. Я, например, спроси меня, что ты делаешь в медиацентре? Да, вот я поэтому и спрашиваю. Единственная запись, что ты там делаешь? Я делаю Чем занимаешься? подкасты, я Так. делаю видеообзоры, я делаю, значит, интервью, могу у тебя... Ну, то есть ты работаешь на популяризацию, чтобы побольше народа ходило благодаря... Какая и конечная Основная цель? моя цель привлечь к книге и показать при этом, что у нас очень много классных книг. Мы даем доступ к Литресу, мы даем доступ к электронным различным, значит, площадкам. Мы выдаем современные новые книги. Понимаешь? У нас много новых книг. Ты придешь, думаешь, у нас какой-то... Ну, я хожу, например, у меня абонемент в смарт-библиотеку. Это же тоже часть, да, по-моему? Нет. А, это другое, да? Это другое. Ну, мне там тоже доступ дали к Литресу. Смарт-библиотека хорошие ребята. У меня там много хороших друзей работает. Спасибо. Так. Может, тебе они ближе? Ну, 10-2, да, мне Вот, рядом с тебе домом, они да. ближе, Да. А так, приходи к нам, ты удивишься. Мы еще супер продвигаемся. У нас свои идеи есть уже классные. Вот. Подкасты мои слушай, видеообзоры мы делаем классные. Такие пироги. Ну, то есть такая работа. Такая работа. Хорошо. А еще и преподаешь? Да, чуть-чуть. То есть Чуть-чуть. для души, когда забегал, значит, к себе туда, в ВУЗ, они говорят, хочешь литературу вести? Немножечко. Я говорю, да, давайте. Они говорят, ну, денег немного. Я говорю, да. Я готов бесплатно, за еду. Ну, нет, не бесплатно. Я там спросил, сколько, они говорят, столько. Я говорю, да, давайте. Потому что литература – это кайф. Когда начинал вести мероприятие, я говорил, у меня хэштег такой, работай за еду. Да. Это самое начало было. Да, в самом начале, да. Но в твоем случае это, скорее всего, для того, чтобы оставаться в форме. Оставаться в форме и говорить людям, как прекрасна литература. На самом деле. Как ее, к сожалению, недооценивают, к сожалению. И тогда было известно, и сейчас, по-моему, так и есть, Россия одна из самых читающих стран в мире. Если не самая. Сейчас мы сильно сдали позиции, увы. Да. Но я вот стараюсь, я и многие люди стараются, конечно, это все изменить, ситуацию. Ну, потому что, да, сейчас современное поколение проблема в том, что слишком много информации, слишком много соцсетей, клиповое мышление, люди не могут усидчивать. С этим вообще тоже виноваты, родители, да. Я, скажем так, не отношусь к людям, которые очень много читают, но я очень много читал в детстве. Да, мои дети очень мало читают. Вот. Да, очень мало читает, но я сейчас замечаю у старшего, он какие-то там под каким-то влиянием начал больше читать. То, что я ему иногда подсовываю, я нашел у него «Старик и море», мой любимый. Ух ты, Да, Хемингуэй. Хемингуэй, да. Ну, например, да, говорю. Ну, то есть я хочу затронуть вообще тему, что нынешнее поколение и, возможно, то поколение, которое еще появляется, оно, может быть, возможно, будет еще меньше читать.
Потому Пока что что мы к этому идем. к этому Пока идем. что мы к этому идем. Ну, либо это... Может быть, будет виток, я надеюсь, будет виток. Потому что все же развивается по спирали. Я смотрю, ага. Это нормально, да? Все, это нормально. Все же развивается по спирали. И мне кажется, что будет виток, когда литература может вновь стать новым стендапом, знаешь, как новым рэпом. Помнишь, было во времена, ну не помнишь, говорю, знаешь, во времена, например, Серебряного века, во времена Маяковского, много же народу читало. Все Да. читали, это было модно, круто, кто не читал. Ну, тот- потому что это было одним из доступных развлечений, может быть. Или Одним времяпровождения, из, да. согласен. Одним из, да. Согласен. Потому что сейчас уже новые времена, новые какие-то тенденции, новые мода, новое времяпровождение, новые социальные какие-то стандарты. И Да. чтение, оно как бы отходит на второй план. Люди не хотят долго сидеть и тратить свое якобы драгоценное время на, скажем так, не очень интересные вещи. Да. Но ты, Так? но ты сам думаешь, вообще чтение нужно? Чтение нужно, да. Современному люду, современному народу. Ну, было бы лучше, если бы мир был стал лучше, если бы мы читали Мне все. тоже так кажется. В целом читали бы Мне больше. тоже так кажется. И Хотя в этом сейчас, плане я продвигаю... сейчас своему стыду я читаю меньше. Больше Ютуба, больше каких-то вот подкастов. Вот в среднем так и выходит. В среднем так и да. выходит. Средняя температура по больнице такая. И это еще хорошо, если говорят к стыду. Я когда летом проводил очередной там челлендж, опрос, узнавал, что некоторые да, чуть ли не гордясь говорят, а я не читаю. Есть ребята, которые говорят, а я вот не читаю. И что? И я И что? такой, И что ты со я мной говорю, ходишь? ну и ничего. Что я буду вас тут ругать? Мама, что ли, я ваша? Не читаете все, да? Не читаете, и все, Ага. да. Хорошо. Это, скорее всего, тогда значит веление времени. Да? Ну, либо это проблема в том, что... Это проблема. Это Нет, проблема в том, что, может быть, интересных писателей нету. Ну, ты схватил сейчас лишку. Так. Как интересно. Провокация. Конечно, провокация. Как нет интересных писателей, если только среди российских современных, ныне живущих, можно уже назвать 10 классных имен. Ты чего? Можно и Водолазкина назвать, классно пишет, да. Можно, значит, Пелевин каждый год что-то выпускает, это как наш современный... Он вообще же затворник. Я вырос на Это книжке как- Пелевин. Generation P, это мое да, все. Да. Затворник и шестипалый, да, у него-то еще был, ты имеешь в виду? Да. Чапаев ну, и Пустота. Разумеется. И все это, понимаешь, они же сегодня пишут. И новые имена. Астрацатуров появляется, да, очень классно пишет. И таких можно, Водолазкин, да, там можно взять. Таких можно назвать 10 человек. И это только современные. А есть те, кто немножко состарился, ушел, но книжки их еще спокойно продаются и читают. Бестселлеры, скажем так, да. Хорошо. Общаешься ли ты с своими коллегами? Конечно. Конечно, общаюсь. Много. И мы очень много говорим на разные темы, в том числе литература, культура. Мне кажется, что невозможно не общаться с коллегами. Итак, есть ли рецепт, чтобы стать, я не знаю, успешным, хорошим, качественным, классным, богатым писателем? Писателем, да. Ну хорошо, писателем. Чтобы, когда говорили, вы кто? Я говорю, я писатель. Универсального рецепта нет. Так, сковородочку давай-ка. Универсального рецепта нет, а это нам надо будет, видимо, осторожно. Она холодная же? Холодная, да. Осторожно. Уже отложить, да? Да, Вот это отложить. на доску можно. Сюда. Смотри, Так. как такого универсального нет, есть одно но. Да? Когда мы говорим, как стать писателем, да, Так. важно смотреть по сторонам. Вот как ты будешь писателем, если не умеешь давать интересный портрет, давать интересный пейзаж, например. А писатели молодые, они чем в основном грешат? Фантазии миллион, сил полная коробочка, а в голове плоские сюжеты, понимаешь? Плоские сюжеты, и получается история-то какая? Ну, неинтересная выходит. Поэтому нужно жить. Нужно общаться с людьми, ходить на передачи, на которые тебя зовут. Понимаешь? Так, допустим. Ну, то есть вовлеченным в жизнь. Вообще Вовлеченным в жизнь, да. все аспекты жизни много еще знают. Конечно. Опять же, жизненный опыт помогает. Опять же, работать. да. И истории получаются интересные, не плоские. А герои получаются у тебя объемные. С такими героями хочется разговаривать, понимаешь? Переживать их жизнь, Переживать их эмоции. Конечно. Ну. Конечно. Поэтому и еще много читать. Есть старая фраза, нужно почитать 500 книг, чтобы стать писателем. Но я не соглашусь. Ну,
Я скажу, ну 300. 300 достаточно. 300 достаточно, мне Ну, кажется. я В больше даже прочитал. современном мире достаточно Я могу стать 300. писателем. Я же- Художественных 300. А, художественных? Художественных, 300. конечно. Ясно. Если почитать 300 книг... Маркетинг не канает. Маркетинг нет. Ну, черт побери. прочитай 300 книг про маркетинг, и ты сможешь говорить про маркетинг. Да. Момент такой. Да. А прочитай 300 художественных, и ты немножко поймешь, знаешь что? Ты поймешь, как эти книги пишутся. Мгм. Даже Опять же, искусство слога. Да? искусство слога, да. Да. Нора Галь, много других тоже классных. Понимаешь? Чтобы вкусный текст. Чтобы вот то, что мы сейчас делаем, то же самое было и в книге. Ну, то есть где-то все-таки технологии свои тоже есть, получается. Еще как. Ты думаешь? А, Просто видишь, литература чем хороша, нет универсальных. То есть нет такого, что всем подходит именно это. Тебе подходит, как писателю будущему, мне не подходит, понимаешь? мгм. А может вот ложкой А давай ложкой, вооружиться? Да. Ты хочешь поджарить этот? Да, слегка потуши, да, слегка потуши. Картофанчик. Хорошо, с лучком. Так что универсальных нет. Я, так как становился писателем, может кто-то скажет, это бред. Так не становится. Мгм. Мой Ну, другой коллега. значит, ты выбрал некую канву, некий рецепт и пошел по нему. Я просто выбрал, что да, останусь в фантастике и фэнтези. Это то, что я понимаю, это то, что я каждый год читаю, это то, на что я делаю обзоры. Когда я начинаю И то, что писать, ты любишь, самое то, главное. что я люблю. Вот, Да, да. то, что я люблю. То, о чем я могу говорить сутками, и еще и не только сутками, но и с людьми. Вообще Сутками. со всеми могу говорить про фантастику и фэнтези. Поэтому я думаю, что еще пару книг у меня в этом жанре выйдет, прежде чем я пойму, что, может быть, что-то новое попробую. Надо. Другой жанр, да? Да, потому что вот, например, Эксмо, директор, да, Капьев, и его директор по фантастике и фэнтези, Бакулин, они говорят, Макс, нужна трилогия. Сразу. Я говорю, так я как трилогию вам из кармана достану? Они говорят, конкуренция безумная. Как хочешь рожать, да? Конкуренция безумная. Безумная конкуренция. Давай трилогию. Ну. И я такой, ешкин кот. Ну, сейчас чуть ли не все писатели, потому что, ну, сейчас с развитием соцсетей, все там в ЖЖшечках, в соцсетях все пишут. Мне кажется так, пока нет первой книги, вот у меня это чисто мой принцип, пока нет первой книги, которую издали, издательство какое-то, либо бумажное, либо электронное, они сейчас электронно тоже издают, да? Да-да-да. Пока нет первой книги, речь о писательстве как таковом не идет. Может, проба пера можно назвать, да. да? Ну, это- где-то там журналы какие-то, там, Журналы, да, журналы, газеты хотя бы писать, какие-то, чтобы рассказывать. твои Чолбон, публика- Полярная Чол- звезда, Да, пожалуйста, почему бы и нет? куда? Классные журналы читайте. Да. Хорошо, слушай, ну вот, допустим, я писатель, Давай. допустим. У меня есть пара рассказов, ну, может, каких-то произведений, не Так, короткие. так. Что мне нужно делать, чтобы меня заметили, чтобы... С чего начать? Что посоветовал бы писателям? Такой вопрос, да? Да. Победить в каких-нибудь литературных всероссийских конкурсах. То есть Или хотя бы- везде подаваться. Да, вообще везде подаваться надо в любом случае. Или войти хотя бы в десятку. Тебя заметят, про тебя начнут говорить не просто люди, а люди, которые в этой среде и которые... Критики И которые литературные. имеют... Это могут быть критики, это могут быть большие писатели. Например, Головачев меня заметил. Ага. Вот. Это Сказал, могут быть... это что, Да. У меня тогда были синие волосы, и Головачев ходил и все время меня называл синеволосый, синеволосый фантаст молодой. И все к этому привыкли, а это тоже же фишка. Как Ну, то есть, Мальвина. ну, что люди запоминают, да. Ага. Вот ты, например, Лукьяненко почему запомнил? Ты же его запомнил? Ну, как бы я знаю, что есть такой чувак. Вот. Что-то ты у него читал. Нет. Ничего? Нет. Никогда? Не может быть. Ни дозоры, ни... Нет, я знаю, что дозоры он сделал, и дозоры сняли, да, вот фильмы, там, дневной, ночной, там, дозор. Все, я Лукьяненко не читал. Я фэнтези крайне мало, но вот Толкина и то местами, урывками. Я больше как-то больше художественно. Итак, ну хорошо, первое это выставки, конкурсы. Конкурсы, да. Конкурсы. Дальше. Заметили. И Заметили. Тут уже нужно либо сразу книгу писать, чтобы они ее напечатали, пока по горяченькому идти. ага, ну то есть издательство какое-то заметило, говорят, Да, ну да, неплохо да, бы да, этого да, парня, да, Она говорит, да. сделаем на него упор, ну выпустим, допустим, Да. тираж 500, Да. 1000. Да. Либо Продастся, поучаствовать продастся. в какой-то этой писательской тусовке, чтобы еще больше писателей узнать. А это что такое? Ну вот, например, как я в поезде проехался. А. Это же был полностью писательский поезд. Ага. Ты представляешь? Ну, это то есть был- именно внедрение Там в были только в писатели. среду. Там были, то есть 3 вагона полностью наш поезд. Там были только писатели. Водка рекой, наверное.
А? Водка рекой. Шампанское в основном. Шампанское. Почему-то, я не знаю, я Хорошо, шампанское хорошо. не поклонник. Так, давай, значит, куда мы накладываем? Мы, в принципе-то и... Все готово? Да, Да? Вот. как-то у нас... Пожалуйста. Что-то мы как-то скоренько, быстренько за разговорами не заметили. За У тебя разговорами не- получается неплохо. И это, и то. Так, я сначала тебе накладу. А в каких конкурсах ты участвовал? Ну Что- вот, я знаю, что ты в что-то «Новой выиграл. фантастике» победил. Ага. И в этом году был большой конкурс «Книга будущего». Так, это что? Это конкурс на Дворцовой площади в Петербурге, вот, который объединил 550 человек по всей России. И я неожиданно там победил. Я Неожиданно для себя? Неожиданно для себя, конечно. Ты думаешь, они неожиданно сказали, ты победил? Неожиданно. Неожиданно. Жюри не знало, но победили неожиданно. Ага, спасибо. Неожиданно победил, потому что, ну ты представь, 550 человек, да, со всей России. Участников. Участников. Которые прошли еще и, скорее всего, отбор. Это отбор, который прошли. Отобранные. Отобранные. И Так. у меня мысль, да, ну ладно, я еду, меня позвали, что я прошел в тридцатку. В тридцатку. Я туда прохожу, и у меня Это мысль... прямо как конкурс супермоделей. Это большой был конкурс, у них да. хорошие, у них очень хорошие спонсоры. Ага. Вот. Я туда прохожу, и мне говорят, сейчас будет защита проектов. Там все волнуются, безумно готовятся, знаешь, спасибо, безумно готовятся. А я такой иду и думаю, не, ну я же в любом случае выше тридцатки-то я не прыгну. Там такие сидят люди, у них суперпроекты, у них какие-то книги, у них какие-то вообще там годами готовились люди. Я пришел, выступил. А ты вчерашний... Ну, почти, да. Я выступил, книжку показал, еще что-то рассказал, шутку пошутил там про работу в школе. И они говорят, ну, хорошо, спасибо. И потом называют места. Называют третье место, называют. Меня нет. Я такой, гордыня внутри, червячок такой, а может второе. Второе называют, меня нет. И я такой, ну, либо первое, либо мы проиграли. Называют первое, меня нет. И я такой, ну ладно, не расстраиваюсь. А потом говорят, еще у нас есть гран-при, но мы его назовем только через полчаса. Они нас все потомили. И потом, когда говорят, гран-при получил, я сразу половину этих с весов скидываю, потому что парни и девушки же, получил. Молодой человек из далекого региона. И я такой, так, это я и еще один, там один с Камчатки был. Да, да, Камчатки был, да. И у него цветные волосы. Я такой, ну это я. Я выхожу, там вообще вот так голова кругом, мне все это вручают. Так что книга будущего, да, победил. Я до сих пор считаю, что это одна из таких важных побед для меня. Ну, это круто, да. Вот. Круто, да. Ну что, друзья, смотрите, что у нас получилось. Скромненько, по-холостяцки, Да, на камеру мы покажем. Курица по-кабардински. по-кабардински с жареной картошкой. Ну да, да. А писателя-фантаста Максима Эверсова. Читайте Давайте. книги, любите жизнь. Да. Нет, мы еще не закончили. Давай, мы будем уже сейчас пробовать. Приятного аппетита нам. Красота. Вкусно. Я говорю, мне как-то проще готовить то, что проверено. Итак, все равно, чуть-чуть отвлекаясь Давай. от нашей еды, давай кушать. И задаю такой вопрос. Давай. Когда ты пишешь? В каком состоянии? Вот это хорошо. Где? Да. Нет, состояние примерно одно. Это обычно вечер. Я стараюсь выкрадывать в неделю хотя бы 2 вечера. Это очень мало. Стругацкие говорили, надо каждый день по 3 странички. Хотя бы. Хотя бы. А если ты не сделал один день... А4? Ну, тогда у них же не было А4, печатных листа, да. Ага. Ну, ты что? Да, да. Ага. А если не получилось сегодня 3 странички, завтра делаешь 6. Добить. Да, ну то есть как бы не откладывать. Все понятно. Ну то есть как бы сегодня 10 отжиманий, Да. 10 приседаний, если Но, вчера... да. но. Стругацкие-то прекрасно жили во времена, когда можно было работать писателем. То есть это была их работа. У них в трудовой книжке было написано «писатель». Писатели, ну то есть им зарплату платили. Да. То есть каким-то образом они попали в эту когорту. Союз писателей просто. Сейчас же вообще этого нет. Ты знаешь, у нас нет такой штуки. Не, у нас есть союз писателей, но у нас нет официальной профессии писателя. Ты не можешь быть писателем, имея в И получать зарплату от Министерства культуры, от допустим. государства, да. Не можешь. Все. Как крутишься, так и крутишься. Как понятно. выживает Лукьяненко? У него много книг. Как выживают другие, да? Они кто-то роялти делают. Ну, грубо говоря, тогда писатель это предприниматель. Да. А черт побери. Он Да? и жнец, и на дуде Мы с тобой и грец. коллеги. Да, и сам себе рекламу. Я тоже продвигаю. Вот видишь, ликбез. Это Да. же мой бренд. То есть я продвигаю литературу, потому что молодежь спрашивает, о, прикольное слово, что это значит? А я говорю, вот вы не знаете. безграмотности. Да, а люди-то знают, кто постарше 30. Вот мы с тобой постарше, и у меня вот полностью Максим Ликбез звучит.
Я стараюсь продвигать литературу, подкасты с этим. И дело пошло больше, чем когда я продвигал просто от своего имени. Когда я вот этот бренд взял, он как-то оказывается нужен. Бренд нужен, чтобы продвигать. Люди сегодня мыслят, они мыслят, понимаешь, во-первых, вот так. Какими-то образами. Образами. Да. Вот ты Ну, же то есть, бренд, да. вот просто вкусно бренд. Просто вкусно бренд, Вот, да. А представь, если бы мы просто в фартуках, и ты просто говорил, ну сегодня готовим еду. И без Да, названия да, передачи. без названия передачи непонятно, что за передача, И не да. говорил, я Петр Цепанин. Вот, Да, ну, да, ну. я все время повторяю, я Петр Цепанин. Да, Ну, я бренд. Я видел. делаю, сначала работаю на бренд. Я 3 передачи смотрел. Ну вот видишь, да. Значит, сначала бренд. Бренд нужен, если ты уже на каком-то уровне небольшом. То есть вначале все равно нужно иметь за спиной хоть что-то. Я понял, у меня за спиной есть что-то, это знание фантастики, фэнтези и в целом литературы классической. Учите матчасть, грубо говоря. Да. Да, учи матчасть. Как ага. преподаватель в ВУЗе и в школе я все-таки классику знаю хорошо достаточно. Я не люблю «Войну и мир», сразу говорю честно, и я всегда ученикам говорил и говорю, читайте его вкратце. Ну и не обязан, ладно. Ну да, да. Но некоторые филологи говорят обязан, например, Тихидон, там «Войну и мир» и так далее, да, классические. Но я очень много люблю авторов и продвигаю их. Мне кажется, что литература, она значительно человека лучше делает. Да. Она его поднимает сразу. И речь, и он Да. пишет без ошибок. И Да. у него интересные темы. Ведь книга – это возможность И поговорить. пообщаться можно, интересный Да, человек. Ну, да. действительно же так. Книга, она же позволяет разговаривать с умными людьми. Пусть большинство из них уже там покинуло мир, но они оставили свои умные идеи, и это всегда будет актуально, по-моему. Да. Хотя бы элементарные нравственные ценности. Да. Нравственные ценности. Элементарно. Это Да. вообще. То, чего не хватает нашему обществу. Ты прав, да. Я так считаю. Да. А люди уже их не считают даже элементарными. Видишь? Ну да, ну то есть у нас как бы общество непонятно куда идет, а писатели все-таки всегда же были пластом того, что, ну, не зря же говорят интеллигенты, интеллигенция. Да, это должно быть, ну, чуть-чуть выше. Соглашись же, да? Конечно. Итак, пишешь вечером. Пишу вечером, пишу не очень правильно, все-таки скорее как будто как поэт. То есть у меня есть моменты, что я пишу не вдохновением уже, слава богу, а пишу какими-то такими порывами по 2-3 часа. И вот так меня туда кидает, выбрасывает, и я понимаю, что я достаточно много написал. А надо все-таки писать, вот понимаешь, как дисциплина. Ты пришел, ты сделал 2 страницы, ты молодец. Дал себе задание, как будто пришел в спортзал, будь добр, И позанимайся. ты вот в этих рамках. Ты сказал себе, сделай 2, но сделай 2, не надо 6, а потом отлеживаться, понимаешь? Потому что это Типа же тоже... выполнил, такой, ну все, на сегодня хватит. Типа, Так и есть, так и есть. Поэтому, но я стараюсь, я вот человек дедлайнов. Это неправильно. Не будьте людьми дедлайнов. То есть я пишу под конкурсы и под конкретные рамки. Например, конкурс 20 декабря, вот сейчас будет, который заканчивается. И я только начал рассказ писать. И я к 20-му плотно прям закончу и отправлю только 20-го. Но с другой стороны, в Советском Союзе, когда были писатели, им тоже же давали задание, говорили, вот к тому 27-му съезду Компартии, ничего не знаю, будь добр, там Шолохова, на нафиг. Да, но это еще... Напиши. Да, но им за это зарплату платили. Ты забываешь. Зарплату платили, Ты да, забываешь, но с другой что- стороны да. и требовали, да. И требовали, да. А И здесь ты сам себе что-то выбираешь, и многих молодых писателей отпугивает то, что конкурсов очень много. Вот мы не знаем, кто не разбирается, а их в месяц по 10 штук проходит конкурсов по России. Так еще и надо знать, куда Знать, подаваться. куда отправить, Подаваться. знать, где есть шанс, потому что где-то конкуренция 600 человек на место, там, допустим, а где-то конкуренция там 6 человек на место. И ты не знаешь. Где-то, может быть, сидит жюри, который не любит фэнтези, он любит фантастику, и он тебя скипнет. Понимаешь? Вот такие моменты тоже надо. Уберите вот это Я их вот, только начинаю постигать. У меня пока в голове просто пиши хорошую литературу. А это, видишь, еще не всегда так То есть, работает. опять же, Человеческий на фактор. этапе становления и на этапе набивания руки. Поиска своего... Становление, может, какое-то уже произошло, но вот руку все еще набиваю, да. Руку Набиваю, еще да. набиваю, да. Все ясно. Да, нам намекают, что наша передача подходит к Увы. концу. Да, увы, мы можем стоять до конца с тобой так долго общаться. Я предлагаю вообще после передачи найти время еще пообщаться. Вообще отдельные передачи Да, сделать. отдельные передачи, может быть, пообщаться. Максим, спасибо интересное за Спасибо, беседу. Петр, что И у нас добрая дорогая традиция, пожалуйста, вот на эту камеру. Да, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Будь добр. Пожелание у меня в основном одно. Любите жизнь, читайте книги, не ленитесь изучать что-то новое, потому что литература – это дверь в волшебный мир. Просто нужно постараться и войти в эту дверь. А я еще раз скажу, что сегодня у нас был в гостях писатель-фантаст, сотрудник медиацентра Национальной библиотеки нашей республики Максим
Эверсов. Максим, еще спасибо, раз, что позвал. да, спасибо еще раз большое за Книжку тебе беседу. подарю, подпишу. Да, да, спасибо за книжку. А я Петр Цепандин, бренд. Да. На этом мы с вами, друзья, прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Всегда просто вкусно. Вкусно. Да. Будьте здоровы, друзья.